собирать ягоды, что ли. Чай пить, о жизни разговаривать. Просмотр телевизора. Смотреть фильмы ужасов или готовить еду. Общаться, вот, много о чем, по душам поговорить, вот. Гулять, ходить по кафешкам и покупать одежду. Когда домой приходишь, и там она стоит на кухне, что-то готовит, и все вкусно пахнет. Скорее всего, вот уют в доме. Наверное, самое такое, это в прошлом году мы ездили в Кисловодск вместе в санаторий. Мы много времени проводили вместе. Воспоминания с путешествиями связаны, когда мы куда-то ездили, то есть в детстве именно в разные регионы. То есть, самые яркие воспоминания с этим связаны, с путешествиями. Когда у нас был День матери, я участвовала в конкурсе «Угадай свою маму». И я ее угадала по волосам. Там все не угадывали, а я одна угадала. С мамой очень много, получается, связывает. Она научила нас всему самому Владе. Это, во-первых, любви, доброте, отношению к людям, окружающим, всему. Добрая, ласковая и моя. Любимая, волевая и сильная. Жизнерадостная, добрая и самая лучшая. Она также красивая, добрая и умная. Добрая, любимая, заботливая. Сильная, независимая и доброжелательная. Хотелось бы пожелать сейчас, в наше время, нынешнее время, крепкого здоровья, как якутский алмаз, и много-много любви. Всех матерей нашей страны. Да. Поздравляю с Днем Матери, желаю вам здоровья, главное, и чтобы дети радовали и никогда не огорчали вас. Желаю всем матерям, в первую очередь, здоровья, счастья, жизненных сил, и мирного неба над головой. Желаю всем мамам оставаться такими же молодыми, умными и красивыми. Хотелось бы пожелать всем матерям, конечно же, самое первое – это здоровья крепкого, благополучия всем в эти трудные дни. И главное, терпение всем женщинам. Еще раз поздравляю всех дорогих наших мам. Мы вас очень любим.